В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. По итогам проверки контрольной палаты. Брифинг в Министерстве культуры. Снести нельзя оставить, как власти города пытаются бороться с незаконными постройками. Актуальный репортаж программы. В центре внимания проблемы демографии. Круглый стол в Сухуме. Итогам проверки контрольной палаты Абхазии был посвящен брифинг, состоявшийся в Министерстве культуры и охраны историко-культурного наследия. Как отметила Эльвира Арсалия, Министерство принимает предписание контрольной палаты как административную инструкцию. Репортаж Амры Амичба. Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия сообщила на брифинге, что в июле контрольная палата представила заключение по инициированной Минкультом в конце 2014 года проверке. Аудиторы контрольной палаты провели проверку использования бюджетных средств, выделенных на содержание Министерства культуры и 28 подведомственных организаций за 2012 и 2013 годы. Сюда входят библиотеки, театры, национальные коллективы, музыкальные учреждения, Центр детского творчества, археологические заповедники. По заключению аудиторов в самом министерстве и подведомственных организациях состояние бухгалтерского учета неудовлетворительное, а, к примеру, в Государственной филармонии имени Гумба бухучета и вовсе нет. По словам Эльвиры Арсалия, по объектам, восстановленным по Российскому комплексному плану развития Абхазии и сданным в эксплуатацию, не проведена инвентаризация. На основании рекомендаций контрольной палаты Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия организовало ряд мероприятий, направленных на устранение нарушений. Мы сделали перерегистрацию уставов. Это занимает большое время, потому что они должны с 2008 года должны были быть перерегистрированы. И теперь мы ввели их, значит, в наше положение. Они уже у нас в положении перечень этих организаций. Затем мы заключили трудовые контракты со всеми нашими руководителями и со всеми нашими работниками. Утверждены должностные инструкции и положения всех отделов. Те замечания, которые были в контрольной палате, они были учтены. Ряд лиц получил выговор. Я хочу сразу ответить на вопрос, который мне часто задают. Почему вы не отстранили людей, те, которые отвечали за бухгалтерский учет? По закону о бухучете нельзя отстранить человека, пока он не сдаст свой период. Те предписания, которые нам дает контрольная палата, мы не карательный орган. Они нам дают как административные инструкции. Но если в их заключениях есть состав преступления, они полномочны передать в другие органы. Нет, не полномочны, они обязаны. Проверка, проведенная контрольной палатой, установила, что организационно-правовая форма заповедников не соответствовала законодательству. Заповедники не могут быть хозяйствующими субъектами, иметь спецсчета и зарабатывать деньги. Теперь они будут оформлены как государственные учреждения. Министр культуры Эльвира Арсалия подчеркнула свою заинтересованность в упорядочении работы возглавляемого ею ведомства. Амра Амичба, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Завтра состоится заседание правительства, на повестке дня которого 16 вопросов. В их числе об утверждении производственного календаря на 2016 год, о внесении изменений в постановление Кабинета министров о пособии многодетным семьям, о создании государственной комиссии при правительстве по монументальному искусству и другие вопросы. Наболевшая тема горожан – облик города. Новые постройки, растущие как грибы после дождя, часто не вполне ему соответствуют. Более того, некоторые из них и вовсе незаконны. Проблема, которая так или иначе отражает лицо города, да и самих граждан, возникла не так давно. А первые шаги, как известно, даются нелегко. Асида Малия продолжит тему. Чтобы исправить архитектурный беспорядок, соответствующим органам понадобится терпение и крепкие нервы. В архитектурном управлении столицы 2 недели назад был разработан и принят регламент. Он направлен на то, чтобы упростить получение разрешения на различные виды строительства и сооружения надстроек. Более того, упрощен процесс оформления земельного участка. Не делайте самовольного строительства. Облик города после военных действий намного нарушен. Я знаю, что горожанам не нравится. Надо прийти, значит, в администрацию, подать заявление, заказать проект у лицензионного архитектора, чтобы проекты наши и фасады домов были достойные.
Однако проблема заключается не только в несознательности. Брешь в законодательстве градостроения также развязывает руки гражданам. Несмотря на это, работа по выявлению незаконных построек и последующие консультации с их владельцами возложена на городские домоуправления и УВД. В этой работе задействовано и управление архитектуры столичной администрации. Процесс, узаконивания так называемого, или передачи в собственность застройщику, это происходит по решению суда, но при этом необходимо, сбор и представление в соответствующие органы, в том числе в суде, необходимых документов. Это вызывает больше проблем, чем если это, допустим, получать разрешение в установленном законном порядке. Что может быть хуже конфликта между соседями? И уж тем более, если связаны они с жилищными вопросами. По улице Басария между хозяевами домов 109 и 111 судебные тяжбы длятся давно. Владельцы 109-го дома сетуют на массу неудобств, возникающих из-за надстройки в соседнем доме. Вот видите, во что превратили. По жердочкам, по этим. Поднимаемся на площадку, потому что мы ее не можем демонтировать. Там стена сидит на нашей площадке, если демонтировать, может стена уйти на нее. Здесь раскрывали сейчас закрыли, только они листы сняли. Так было полностью, как в бункере. Еще я это терпел, я говорю, уберите это железо, бог там соседи. Кассационная коллегия Верховного суда по гражданским делам удовлетворила ходатайство гражданки Тишиной, хозяйки 109-го дома. Однако решение суда от 15 марта на снос незаконной постройки до сегодняшнего дня не приведен в исполнение. Соответственно, судебные приставы намерены настоять и осуществить решение суда, чему активно противостоит родная сестра юридической владелицы дома Арусяк Хачатурян. Там кухня, там туалет, ванна. Если это незаконное, параллельно такому же незаконному у них находится тот же гараж. Потому что до них, здесь что люди были, у них согласованность была построить эти строения, и в течение 100 лет это использовали. Как оказалось, ни в первом и ни во втором доме сами хозяева не проживают. Тишины ведут многолетний ремонт, а Калайджан на безвозмездной основе сдает дом под офис Народной партии Абхазии. Как выяснилось, сама Арусяк состоит в ней. Под офис специально отведена комната. Наша партия — единственное узкое место материально-технической базы. Но она существует, партия, не сдается, работает, полезную для всего общества работу проводит. Негде нам работать. Здесь один из офисов партии. Вы арендуете, да? Какой арендуете? Бесплатная аренда. На джентльменский. Мы на общественных началах же партии работаем. Часть площади всей пристройки в настоящее время на условиях аренды отводится гастарбайтерам. Это помещение надстройки также служит местом встреч однопартийцев. Более того, в самом доме проживают и те, у кого по разным причинам нет жилья. Поскольку во время боевых действий дом был разрушен, то после дома я остался один. В последнее время, уже длительный срок, я базируюсь у Арусяк Хачатурян, в этом самом проблемном доме. Кроме меня, она также на безвозмездных началах приютила русскую семью, которая также осталась без крова. Чтобы решение суда привести в исполнение, необходима не только соответствующая техника, но и специалисты, которые устранят электропровода. К такому выводу пришли судебные приставы, осмотрев помещение. Необходимо вынести вещи и предметы. Пока решаются организационные вопросы, заинтересованные лица семьи Хачатурян намерены подать иск в суд. Уже в который раз. Асида Мали, Беслан Джанджал, Абхазское телевидение. Демографической ситуации в стране посвящался круглый стол, организованный по инициативе детского фонда АКУА, Центра гуманитарных программ и Ассоциации женщин Абхазии. Как и что надо делать, чтобы попытаться решить проблему? Об этом говорили участники встречи. Подробности в репортаже Ренаты Шакая. На демографическую ситуацию в стране влияет много факторов. Это и уровень жизни, здравоохранение, социальная защищенность, внутренняя миграция, криминогенная ситуация, образование, культура, а также религия. В общем, все сферы жизни общества. Как отмечалось на встрече, во многом решение вопросов демографии зависит именно от уровня медицины в стране. Сегодня молодые люди, прежде чем запланировать ребенка, просчитывают очень многое. Это зачастую связано и с семейными, и с экономическими моментами. И то, что не рожают сегодня, лично мне это говорит больше об ответственном подходе к родительствованию. Потому что люди, и мне это нравится, это хорошая тенденция на самом деле. Понимаете? Потому что это говорит о том, что люди немножечко думают, немножечко планируют, немножечко, и ответственно относятся к родительствованию.
Сегодня в обществе весьма активно обсуждается тема поправки в Конституционный закон о государственной защите жизни матери и нерожденного ребенка. Речь, в частности, идет о запрете абортов. Тема эта не новая, но весьма деликатная. Многие парламентарии считают, что поправка изменит ситуацию в худшую сторону. По мнению депутата Ахребжания, принимать ее нельзя, так как это может привести к возникновению нелегальной медицины. И связывать демографические проблемы с проблемами ограничения рождаемости или там наоборот стимулирования вот таким образом, это, наверное, не совсем правильно. Я считаю, это может быть не совсем обоснованно, и это не та тема, которую можно вот как такую доминирующую, локомотивную в этом вопросе. Но я просто боюсь, что вот это вот принятие решений, оно перейдет на другой уровень. На уровень какой-то подпольной медицины, на уровень зарубежного вот этого медицинского сервиса. И так далее, просто это будет связано, может быть, с большими проблемами, большими трудностями. Но я боюсь еще раз, что ту задачу, которую мы ставим, мы ее не достигнем. Демографическая ситуация в Абхазии сложная, даже тревожная, отмечалась на встрече. В стране уже не принято спешить со вторым ребенком, не говоря уже о третьем. И это становится печальной реальностью. В то же время на дорогах в результате аварий гибнет большое количество молодых людей. Генофонд нации. А с медицинской точки зрения, если с демографией связывать, сейчас самый большой урон абхазам как этносу приносят не столько аборты, сколько смертность мужчин в раннем возрасте, автокатастрофы, пьянки, инфаркты, инсульты. То есть вот это нужно подтягивать в первую очередь, подтягивать это, а потом уже все остальное. Участники круглого стола подчеркивали, что при решении любой задачи очень важно определиться, чего мы хотим достичь, а также по каким критериям оценивать результат. Это необходимо сделать и при решении проблем демографии. Для увеличения численности населения требуются благоприятные условия. И самое главное здесь – повысить уровень благосостояния людей. Рената Шака, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Педиатры Минздрава России проведут в Абхазии цикл лекций повышения квалификации по педиатрии. Как сообщает Апснапресс, договоренность об этом была достигнута между главными педиатрами России и Абхазии на 7-м конгрессе педиатров стран СНГ. Конгресс прошел на днях в Сочи при участии представителей ассоциаций педиатров со всех стран СНГ, а также Абхазии, Израиля и Италии. Торгово-промышленная палата Республики Абхазия подписала соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством юстиции Абхазии. Целью сотрудничества является оказание содействия соблюдению прав и законных интересов предпринимателей, а также повышение уровня правовой грамотности граждан и предпринимателей. Выполнение своих задач мы хотим юридически закреплять наши взаимоотношения с теми или иными государственными учреждениями. И по своей работе Министерство юстиции для нас является одним из определяющих, так как оно регистрирует предприятия, проводит правовые экспертизы, проводит большую работу в законодательной области. Сегодня же Торгово-промышленная палата Абхазии подписала еще одно соглашение. На этот раз с представительством государственного унитарного предприятия «Московский центр международного сотрудничества» при правительстве Москвы. По словам директора Дома Москвы Зои Баутиной, соглашение будет способствовать укреплению взаимопонимания и развитию дружественных отношений между нашими государствами. Для нас это соглашение является очень важным, так как он нам позволит официально работать с структурами, государственными структурами Абхазии, а это, в свою очередь, расширит диапазон нашей деятельности и позволит нам организовывать мероприятия более масштабные, которые необходимы сегодня для дальнейшего развития отношений между Россией и Абхазией. Спецтехника МЧС Абхазии будет усилена дополнительными защитными элементами для повышения уровня эффективности при чрезвычайных ситуациях, сообщает пресс-служба спасательного ведомства страны. В республике уже находятся специалисты из России непосредственно от завода-производителя пожарных и иных машин специального назначения. В частности, будут укреплены 7-тонные баки для забора воды, а также автомобильная подвеска для повышенной проходимости в горной местности. Все работы ведутся согласно договоренностям между МЧС Абхазии и России на безвозмездной основе с использованием спецматериалов от производителя. И в завершении выпуска о погоде.
По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9-11, днем плюс 19-21 градус. Температура морской воды плюс 20 градусов. По Сухому небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 10, днем плюс 20 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.